Вот знаете, допустим, в арабскую страну приедете, и явно будете видеть местных, как они одеты, то есть всей традиционной исламской одежде, их менталитет, этикет, поведение, и будете стараться подстраиваться под них, то есть их колорит, архитектура. Допустим, приезжаете к нам в Осетию, вопрос к молодежи вообще, где наш колорит, наш стиль, этикет, менталитет, как распознать местных, по какому признаку, по внешности, кто скажет, кто ходит в традиционной национальной одежде. Если кто-то один будет, и то как будто делает одолжение своей культуре. Так не должно быть. В основном, вот так посмотреть, основная масса больше одевается по поведению, больше на то, что они взяли от Европы. Ну так, может, что-то свое, может, этикет свой национальный. Я, конечно, не за всех говорю, но мало кто из вас знает, что той моды, которой сегодня молодежь актуальна, то есть мода, стиль, когда-то в Европу принесли наши предки ланы. Я уже не говорю о том, что военное искусство, рыцарство пошло от алан, сармат, я вообще в корне от скифов. Многие татуируются, думают, что это тоже какая-то европейская мода. На самом деле традиционно татуировались скифы, воины. В том числе наберите в поисковике татуировки на скифских мумий у женщин. Женщины-то, долгое время ланы и вообще скифы, сарматы деформировали черепа, то есть своя мода была, удлиненные черепа считалось статус, то есть это не просто и как мода, и как положение в обществе. А сегодня возьми молодежь, кроме как вот, животные с друг другом понтуются, у кого какие, перья. То есть скатились до такого уровня, что они, не перьями, а у кого больше силиконовые губы. Это что такое? Чем ты хочешь? Что ты хочешь этим показать? Что у тебя силиконовые? Что это такое? Главное внутреннее содержание. Вы же это знаете. О чем это все я говорю? У современной молодежи нет образа современного осетина. Все, что у вас есть, это вы от Европы нахватались, и оно искаженное. То, что вот, я не знаю, нет своего какого-то. Все, что, допустим, в Европу скифы, сарматы, у них была своя культура, мода, стиль. А могли вы точно так же делать все, как и предки, что-то свой образ какой-то, неповторимый, то, что не взятое от кого-то, а вы то, что берете, ставите выше своей культуры,
понимаете, и ничего своего нет. А могли бы, если бы еще могли бы сказать, что наше прошлое не актуально, там много, у нас настолько богатая культура, представляете, какой этнос, скифы, сарматы, саланы, такие цивилизации были. От них-то и пошли вся эта мода, культура просто, понимаете, вы могли бы тоже так же со смыслом что-то делать, а мода, еще и придавать этому глубокий сакральный смысл, значение, не теряя свой менталитет и этикет. А то, что вы нахватались, это поверхностно, тупо, как будто бы это что-то современное, стиль. На самом деле, все, что к нам пришло, это то же, что и наши, только переделанное, искаженное, но и нету своего духа, менталитет наш национальный, этикет, понимаете? То есть вы какие-то нет творческих у вас идей. Вот, допустим, почему бы нам, нашему городу, не придать национальный колорит, да, триколор традиционный. Он, видите, у меня кирпичи, как красиво. То есть приезжают сюда туристы, еще кто-то, видят, что у этого выделяется свой местный, свое поведение у них, ментоэтикет, одежда своя, свой стиль. Я же не говорю там, как мне часто говорят, цохатиме, начнем опять заново. Кто вам говорит, вы берете какой-то отрезок небольшой, когда мы в горах были, там в Газыре, там уже какая история, посмотрите на скифское искусство. И как украинцы красиво, у них столько реконструкций на эту тему. Какая у них одежда была. Вот возьмите Гуччи, Версаче, вот как фактура идет на одежде, они делают фактуру. Вот скифы, вот посмотрите, приблизительно у них вот и штаны, брюки, верхние, у них так красиво расписано, еще и золотом, и золотой нити там, они такую одежду, то есть свой стиль. Сколько раз я предлагал тоже популяризировать вот этот стиль, культуру. Например, шапки с заостренным концом, не так вычурно, навязчиво, все равно нету. Просто я вам скажу, что пока вы будете обходить стороной нашу культуру, основу, базу, никаких перспектив возрождения нашего народа не будет. Все, что будем с открытыми ртами брать, то, что нам подкинут, а согласитесь, никому наша судьба ни в чьих интересах. Так, как и масоны, другие там будут свою политику, свои творческие силы, потенциалы использовать и воплощать свои идеи, планы за счет нас. То есть, где наш дух единый, наш менталитет, наш народ, где вообще еще? Посмотрите в глубину, присмотритесь. То есть, то, что у нас есть, это вообще, что и вы это называете современная мода, стиль. Это не мы, не наши идеи. Когда-то у предков, чем отличались наши предки от нас, то, что
они могли предложить миру. Это прежде всего военное искусство. От них многие народы были зависимы, и зависела их судьба. Потому что наши войны были гарантом защиты их страны. Тогда и за что они воевали? Думаете только за ресурсы? Нет. А сегодня вы что, молодежь, что вы можете сами предложить миру? Только и обсуждаете там политику Европы, Америки, России там. Поэтому берите всегда, стремитесь к высокодуховным целям. Когда берете какую-то цель, берите его понятно, да, для мира, на высокие цели. Если делать что-то, то для всего мира. Предлагайте всему миру, если что-то хотите, что-то делаете, какую-то творческую идею, что и с посылом не только для своего народа, но и будьте востребованными. И уважение, почет и вам будет. А когда вы не уважаете себя, не проявляете свои потенциалы, не развиваете свои силы, то кому вы нужны? Нами только будут пользоваться. Политика